Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». И сегодня мы расскажем, как на улице Сибгата Хакима столкнулись кроссовер и девушка-мотоциклист. Вспышка света и удар, все. И кто же виноват в аварии? Покажем момент налета на магазин в Бавлах. Мужчина с пистолетом требовал сигареты и пакетик сметаны. А также конфликт водителей во дворе одного из домов на улице Восстания. Встречная, это какая бывает полоса? Это уже интересно. Кто кому перекрыл дорогу? Все это прямо сейчас. 26-летняя девушка-водитель мотоцикла пострадала в результате столкновения с кроссовером Mitsubishi на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Бондаренко. Водитель автомобиля хотел развернуться, занял крайнюю левую полосу и посмотрел по сторонам. В тот момент, когда он начал совершать маневр, в левый борт машины врезался мотоцикл. Девушка ехала в компании других байкеров, и авария произошла на их глазах. Они уверены, вины мотоледи в случившемся нет. Водитель кроссовера после ДТП находился в шоке. Он уверял, что соблюдал все правила дорожного движения, а скорость, в отличие от мотоциклистов, у него была небольшой. Я не успел ничего, то есть вспышка света и удар, все. Не очень быстро же двигается. Водитель кроссовера рассказывает, сначала даже не понял, что произошло. Только увидев упавший мотоцикл и характерные повреждения своей машины, воссоздал картину случившегося. Говорит, на перекрестке улиц Сибгата Хакима и Бондаренко хотел развернуться. Скорость была небольшой. Я хотел не туда уехать, а на разворот. Какой 30 километров. Когда начинал маневр, никаких преград для этого не было. Потом, когда слева стали приближаться фары, сделать ничего уже не мог. Я не успел ничего, никого нашли. С левой стороны, а так и не с правой стороны. Ты еще не по встречке ехали, что ли? Ну, для мотоцикла много места не надо же. 26-летняя девушка-водитель мотоцикла после столкновения жаловалась на боли в руках. Ее госпитализировали с подозрением на закрытый перелом предплечья со смещением. После оказания помощи пострадавшую отпустили из больницы на амбулаторное лечение. Кто виноват в этой аварии, водитель автомобиля предоставил решать автоинспекторам. Товарищи пострадавшей мотоциклистки уверены, ее вины в случившемся нет. Правилами движения не запрещено на одной полосе находиться автомобилю и мотоциклу. И в случае столкновения вина, как правило, лежит на том, кто совершал маневр. Они ехали вперед. Автоинспекторы предварительно пришли к такому же выводу. Автомобилист при совершении разворота должен был пропустить байкеров, но окончательная степень вины каждого из водителей будут определять позже на детальном разборе происшествия. Рания Абдрахманова, Анвар Шарифуллин. Вызов 112. Молодой водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и врезался в отбойник на Горьковском шоссе в Казани. Удар был достаточно сильный, машина получила значительные повреждения как спереди, так и сзади. Водитель «Лады» не пострадал, по крайней мере, физически. Причиной случившегося, вероятно, стала высокая скорость автомобиля. Знакомые парни решили ничего не сообщать в полицию, а просто эвакуировать то, что осталось от машины. Раз нет других участников аварии, то и к виновнику ДТП претензий быть не может. Прибывшие на место дорожные рабочие осмотрели отбойник, в который врезалась «Лада», и пришли к выводу, что поврежденную часть конструкции все-таки необходимо заменить. Ну а в Бавлах сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на продуктовый магазин. Наряд вневедомственной охраны получил информацию о сработавшей кнопке тревожной сигнализации в торговом зале на улице Первомайской. На место он прибыл через считанные минуты. На месте происшествия продавец пояснила, что несколько минут назад в магазин зашел незнакомый гражданин с предметом в руке, похожим на пистолет, и сразу стал вести себя агрессивно. Начал кричать, разбивать витрины, раскидывать товар, а затем потребовал, чтобы женщина выдала ему пачку сигарет. Продавец на агрессию посетителя не отреагировал, ее требования выполнять не стала. В ответ, все так же угрожая пистолетом, мужчина схватил с прилавка пачку сигарет и пакет сметаны. Именно их он и требовал у продавца, после чего убежал. Уточнив приметы нападавшего, росгвардейцы приступили к объезду прилегающей территории. Вскоре подозреваемый был обнаружен у дома по улице Комсомольской. При виде патрульного экипажа он сразу выбросил пистолет и похищенный товар. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Подозреваемым оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков. Пистолет, которым он угрожал продавцу, был пневматическим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
В Альметьевске полицейские вернули законному владельцу велосипед, похищенный прямо из подъезда. Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина заметил стоящее в подъезде средство передвижения, которое не было оборудовано средствами защиты, и забрал чужой велосипед. Он не торопился и ничем не привлекал к себе внимания. В полицию обратился хозяин транспортного средства, когда не обнаружил его на месте. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по полученным приметам установили причастного к совершению кражи. Им оказался ранее судимый 49-летний житель Альметьевска, но велосипеда при нем уже не было. В ходе следственных действий подозреваемый признал свою вину и рассказал правоохранителям о том, что велосипед успел продать за 1500 рублей оренбургским цыганам, которые были в Альметьевским проездом. Местонахождение покупателей полицейские установили, съездили в Оренбург и изъяли велосипед. Его уже передали законному владельцу. Подозреваемого в краже до суда заключили под стражу. 7 одного ждут, причем долго. С такой ситуацией столкнулись жители одного из жилых комплексов на улице Восстания в Казани. На въезде на подземную парковку их ждала непреодолимая преграда в лице женщины-водителя «Лады Гранта». Автомобиль остановился в единственном узком проезде к воротам паркинга. Автоледи наотрез отказалась куда-либо двигаться, кроме как вперед. То, что ехать по сути некуда, так как там уже скопился десяток машин, ее не волновало. Чтобы разрешить конфликт, женщине достаточно было немного отъехать в сторону, но она настаивала, правда на ее стороне, и все должны уступить ей дорогу. Местные жители даже решили, что женщина-водитель может быть нетрезвой, поэтому вызвали автоинспекторов, но их подозрения не подтвердились. Мне просто, знаете, что печально, ребят? Вы все нарушаете, вы живете вот в таком бардаке, и вам всем все равно. Ну, это вы все равно никому абсолютно, вам все равно. Люди, проснитесь, вы что делаете, Жители дома также не понимали, что делает эта женщина. Видя тут ее в первый раз, предположили, что она водитель такси, привезла клиента. И в вечерний час пик заблокировала единственный узкий проезд на подземный паркинг, требуя, чтобы ей освободили дорогу. Немного отъехать в сторону, чтобы десяток автомобилей заехали на парковку, женщина не захотела. Ну, она что-то вроде трезвая, вроде, что-то поймешь. Но она правильно делает. Она на встречной полосе. Время шло, автомобилей, заезжающих во двор, становилось все больше. Автоледи не двигалась с места. Местные жители предположили, что трезвый человек так вести себя не будет. И для проверки ее состояния вызвали автоинспекторов. Но их предположения не подтвердились. Алкоголь женщина не пила. На своем стояла твердо. Считала, что правда на ее стороне. И все обязаны ее пропустить. Если вы хотите въехать во двор, то сначала выпустите все автомобили, которые из него выезжают. 17-й пункт. Вот вы на своей полосе стоите. А при чем здесь полоса? Мы про двор. Вы меня сейчас спросили про двор. Покажите, а где? Вот ваша полоса занята. А где тут разметка, где встречная? Вот справа. Встречная, это какая бывает полоса? Это уже интересно, интересно. Одни не могли пропустить ее физически. Задним ходом всем на основную дорогу просто не выехать. Другой немного отъехать в сторону, видимо, не давало убеждения в собственной правоте. В течение часа тут двигались разве что стрелки часов. Но прежде чем ехать во двор, нужно выпустить машины, которые во дворе. Тогда вот такого не будет. Нет, я Въезжающие автомобилисты и рады были бы отъехать сами, но было просто некуда. В итоге нашли выход – заехать наверх к подъездам, хоть это и не очень принято, но женщина перекрыла им и эту возможность. Да, они сначала во двор заедут, вы проедете. Вы пускаете. Вы мне сейчас сказали, если она машину уберет, вы проедете? Она хотела убрать же. Вы мне сказали, да? Сейчас мне дадут путь, я выйду. Да, вот же, вы. Она вот хотела место дать. Да, и пропустит вас. Надо дать уж метр. Потратив много времени и нервов, остальные автомобилисты, чтобы разъехаться, стали заезжать во двор. Были рады и этому. Она сюда не может заехать одна. Когда все наконец смогли разъехаться, те, у кого остались силы и желание, пытались понять, что же двигало водителем «Лады», но к общему мнению так и не пришли. Нет, а она что, не видит, что она собрала такую очередь? Видела все. И что? Что ей это дало? Видели сами что-то. Какой-то, вот я не... А что морду-то ей не набили? Вот я бы точно в пятак бы ей дала. Надо было пораньше сюда пригласить. Вот надо было. Вероника Гайнудинова, Анвар Шарифуллин, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. До встречи. Не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.